пассажирщик, маска уже, а маска, не маски, маска, сейчас. Маски, перчатки и антисептики должны быть у всех пассажиров, объявляет Магомед Чеджоев. Водитель маршрутного такси Республиканского автовокзала также предупреждает находящихся в салоне о том, что без средств индивидуальной защиты никого не повезет. Как выяснилось, это не прихоть самого шофера, а строгие меры против распространения новой коронавирусной инфекции, обязательные для всех. Сам Магомед уже около 30 лет за баранкой транспортных средств. Он убежден в том, что водитель в первую очередь должен подумать о безопасности своих пассажиров, за которых несет личную ответственность. Для дезинфекции маски антисептик обработать. Вечерний смена заступать лишь она полностью обработать эти пошкодца хлорные известили антисептики. Соблюдать, строго. Ваша молодого соблюдать здесь, они дарьян даться лазер это послабление или лазер дудуш душа, что лорлу душ, что да, пассажир лорлу душ. На протяжении всего рейдового мероприятия и объектив нашей камеры, и сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали несколько нарушений пассажирами масочного режима. Но после соответствующих замечаний они тут же поспешили исправить свою оплошность. На случай, если у пассажира не окажется с собой этих самых средств индивидуальной защиты, у водителей припасены несколько комплектов. У вас в машине имеются средства индивидуальной защиты, антисептики? Есть. Специально могу показать. Покажите, пожалуйста. Вот антисептик мы используем. Пассажиры в масках предупреждены. Постоянно делаем дезинфекцию после рейса. Духота в салоне автобуса иногда невыносима, особенно когда на улице установилась отметка в плюс 40 градусов, рассказывает Заурбек Нальгиев. Частый пассажир иногородних рейсов, он согласен, что безопасность превыше всего, поэтому к требованиям безопасности в условиях коронавирусной пандемии относится с пониманием. Это же меры. Их надо соблюдать. На какое-то время создается эта мера, поэтому не постоянно. Поэтому приходится терпеть как-то. Приходится смириться с этим. Другого выхода нет. Надо свою семью обеспечить безопасностью. Как выяснилось, водительский состав автовокзала предупрежден и вооружен. Нам стало интересно узнать, каково положение дел у персонала в здании автовокзала. Например, сотрудники кассы первыми встречают и общаются с пассажирами. И поэтому так важно соблюдение ими элементарных мер против коронавирусной инфекции. Средства гигиены, антисептик, элементарные средства защиты от коронавируса, маски, 1,5 метра, социальные. Обязательно. Еще продолжается. В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции по всему миру, особенно актуально соблюдение этих самых простых рекомендаций для защиты себя и своих близких. Именно поэтому 25 мая текущего года Министерством транспорта страны совместно с руководством Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека был утвержден план мероприятий. Данную работу мы сегодня проводим тут. Из проверенных автотранспортных средствах таких существенных нарушений данных требований нами не выявлено. Каждый период улучшается обстановка, водители и пассажиры с пониманием относятся к тем требованиям, которые предъявляются в связи с коронавирусной инфекцией. Мы проверяем общественный транспорт на соблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции самими водителями маршрутного транспорта и пассажирами. Смотрим наличие элементарных средств защиты. Это маски, при необходимости перчатки, антисептики и рассадка в салоне транспорта пассажиров. Распространяющаяся коронавирусная инфекция стала причиной неразберихи в расписании иногородних маршрутов. В этом нас просили разобраться в своих многочисленных просьбах и жалобах местные жители. По словам Джамалила Костоева, эти неудобства были временными, и стабильный график междугородних перевозок сейчас доступен на официальном сайте перевозчика. В период самоизоляции у нас графики были смещены, то есть некоторые мероприятия были вообще пока временно приостановлены, потому что были соответствующие рекомендации и требования по указам. То есть действие некоторых маршрутов было приостановлено.
А так, в принципе, все междугородние сообщения, так называемые межрегиональные, с другими субъектами у нас отправляются в соответствии с графиком утвержденным, который размещен на сайте самого перевозчика и на сайте официального объекта транспортной инфраструктуры данного автовокзала. Если будут конкретно какие-то направления, по которым не соблюдается график, я хотел бы отметить, что есть возможность обратиться в нашу структуру и обратиться к самому перевозчику, чтобы данную ситуацию исправить. Радует и то, что во время рейда не было зафиксировано ни одного грубого нарушения правил поведения, как со стороны водительского состава, так и персонала автовокзала, так и пассажирами. Как выяснилось, в период карантина такие мероприятия станут еженедельной традицией, а нарушители будут привлекаться к административной ответственности. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.